Ethikus признать, он цагаалат дячи посаишь Розуаган Цадурастан, Расулисей, Хагулой. Короче говоря, Йогос Гурвац, Йогос Вежметна, Дикнинг Шашокье, Хогена. Салам. Инзар Ибрем, Ажла Войгенер на Оствор. У него своя точка зрения, у меня своя точка зрения. Ас и Ахтхитюти, Су Ахтхитарунаха. Ну, совсем согласен. Да, согласен, у компромисс, там шхил мадизи, войнука. А мосу адам, татерхил алмадати, дуй Ибрем. Машуэл Ибрем. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. صندوق هواي تعش دال تعش قال المدات موسم تعتردوش أو شقية فيس قية سقاتش صنع أهور وإحتو بيربات إحتو خلهم شيء ديز. Андрей, здесь шел, да, Андрей. Да. Ты случайно не в курсе, короче говоря, знаешь, у меня раньше была одна программа, я через Телеграм, да, он был у меня как, ну, в Телеграме как бот. Я мог узнавать человека, да, вот по ТикТоку, где этот аккаунт был создан. Ты не в курсе, что это за программа? Не в курсе. Но если что, завтра могу там у людей поспрашивать. Блин, ну вот знаешь, у меня, походу, склероза от старости, короче, валая, короче, я забыл эту программу. Это была очень хорошая такая программа. Ты просто вводил ник, и тебе он скидывал, короче, информацию, когда был создан этот аккаунт, где создан этот аккаунт. Угу. Допустим, я такого не видел, не слышал, Тамерлан. Но если что, я могу завтра поспрашивать у людей. Спроси, пожалуйста. Это очень мне надо, короче, ну. Угу. Я уже забыл, блин, конечно, как это. Ну, смотри, это только в Телеграме, вот. Ну, именно в Телеграме это все. Угу. Там Ну, есть завтра поспрашиваю у людей, да. Я так понял, Али заснул, короче, не было движения в эфире и просто выкинула эфир. Короче говоря, Алина скинул жестоко, я тебе скажу. Подводник. Я знал, что он так сделает, короче, я знал это уже. Короче, расскажу коротко, немного отвлекусь от темы. В Словакии приводит мне адвоката, а сокамерник говорит: слушай, твой адвокат подводник. Но я как понял, подводник любой, как чеченец или русский поймет, короче, подводник, значит, служитель морских авиаций или как в морских войсках, ну, в морских войсках служит. Приходит мне адвокат через неделю на встречу, короче, собеседование, встречаемся, я такой познакомился, говорю: что, подводник? Он такой: что? Я ему говорю: ты подводник? Он такой: нет. Я говорю: я узнал от людей, что ты подводник. Оказывается, на словакском языке подводник это значит мошенник, подводит человека. Хреновый этот русский язык меня чуть не опозорил. Еще 3,5 года получил. А я-то думал, что он служил в морских войсках, короче, в морфлоте, короче. Так что надо быть всегда осторожным. Надо с русским языком быть очень осторожным, короче. Очень опасный язык. Вот так я получил 3,5 года с одним подводником. Короче говоря, нехороший язык, я тебе так скажу. Народ сам, честное слово. Просто понимаете, я же говорю, это язык для коммуникации. Вот, ну, я тоже вообще не люблю. Я вообще не люблю этот язык, ненавижу. Вот просто зашел, если я буду... Андрей, вот он зашел, вот видишь, нехороший человек зашел сейчас. А ну, кто? Я не вижу. Да только что зашел, о, смотри. Али. Смеется там, видишь? Ты что смеешься? Он уже, короче, проснулся, походу. Зубы показывает. Я вот хотел сказать, что просто этот язык, во-первых, это не русский язык, это выдуманный язык.
А во-вторых, короче, просто этот язык для коммуникации, потому что постсоветское, скажем так, пространство, да, там чеченцы, узбеки, грузины, казахи, украинцы, белорусы, короче, это общедоступный язык, потому что не все знают английский, да, не все знают, скажем, там, украинский, чеченский или другие народности, языки, да, там, азербайджанский, например. То есть, и вот для коммуникации людей, чтобы люди могли разговаривать, вот, и этот штучный язык, это как эсперанто, тоже есть штучный язык. Смотри, Ковал, еще немного исправлю. Русский язык это на самом деле тюркско-татарский сбор языков, слов, то есть сбор тюркско-татарских слов. Но там и так и находятся и кавказские слова тоже. Ну вот там русских слов, ну именно как они, или то ли славяне, но я их называю приволжскими этими, как их, варяги, или как их называли, которые... Не, варяги это вообще викинги. Это, короче, варяги, мокши, эти, которые короче, разные там. таскали корабли на своем хребте. Бурлаки. На Волге, бурлаки на Волге. Бурлаки на Волге. Вот это, бурлаков на Волге, примерно даже, коротко скажу, деда, дедушка. Деда с чеченского языка отец отца. Заимствовано от слова кавказского слова деда. Так они много, Халид, они много, смотри, Халид, колобок, да? Коло – это украинское слово. А на русский, если они так говорят, что это их язык, должно быть круглобок. Но? Что коло – это наш колер, да? Колер – это наше слово, короче, это по-русски цвет. Они говорят флаг триколор. Какой триколор? Подождите, когда. Извини, Андрей. Али, у тебя нету шанса спать. А знаешь почему? Ты сейчас откроешь свой стрим. Это я должен сегодня спать, потому что мне 6 часов утра, вот через 3 часа я должен выехать. Так что, Али, короче, ты сейчас не мути тут. Самому я должен вот в Вену поехать утром, кстати. Связь В 6 часов должен выскочить. Ага, связь пропадает. Короче, я тебе сейчас скину, короче, если надо, пароль, ник этого аккаунта, зайдешь, чтобы все мы тут сидели, короче, и ты будешь рулить дальше. Просто так не отмажешься. Да, будешь рулить. Нет, просто я завтра, знаешь, еще должен работать целый день, ну, и... Связь слабая. Ему тогда можно выйти на улицу, немножко прогуляться, свежего воздуха, и заодно мы поговорим. Зачем закрыть в комнате помещение? Он все двери закрыл, все помещения, окна закрыл, а туда 5G не попадает, не проникает. Короче, как бункер, он сидит в своем подвале, там, где держит... На него тоже, наверное, охотятся эти неизвестные аккаунты. Координаты, наверное, просят. А он просто вышел, ему ж там позвонили, короче, из Аль-Каиды, просто у него план написан. Там просто его долго не было, короче, он уже там у нас покушать ушел. Там, по-моему, час или полтора, сколько там должно пройти время, чтобы, ну, аккаунт вырубился. Да, где-то час примерно, если нет никаких движений, то есть никто не разговаривает или там вообще не листает, короче, оно автоматически выбрасывает. Короче говоря, Али виноват во всем. Короче, Али, тебе надо завести хомяка, посадить его возле телефона, просто чтобы он там как-то тебя не шуршал. Так, Олег, включаешь свой стрим или как? Или я сейчас роль передам кому-нибудь из наших? О, я бы с удовольствием посидел бы, просто... Aslan скажешь, я даю ремонт мыться. Машани? Там, знаешь, надо эту климу установить. Климу, да? Клима греет, сейчас и греет, там подвесные.
И там, как говорится, шаг вправо, шаг влево, вот этот вот клима может еще упасть на ребенка. Ничего себе. У клима в комнате да хитоши. Мороженое слони, вот именно слонят, Мгм. чикчуа хаинти, новую клими и халтуешь. Тига он махари с него, тебе подескшять. Мгм. И что конкретно ты усиленно ходишь этим, чтобы, ну, держалась она. Да. А машинчу клима контроль да готовый чумеч. Ага. Клима герет бога берлиош машинчу амича. Там такой агрегат, короче, там, ну, подвесной есть вот этот вот. Видели, что шахтер швейцарцы в основном, да, мой солнечный вот эти бады. Что, дахит тушим на слово. Не, это уже другие, ну, это как бы поновее, да, там, допустим, мы там установили два. Опа. Ну, одна штука весит где-то килограмм 30-35. Ну, как я подозреваю, вот именно Али насчет этого специалист, он имеет там опыт проведения туннелей. Да. Как раз Веня и заморожен солоняц, и вот сам Хаилин, да. Как раз хау ешу. Ах, чего? Это Альмен, Альмуа. Да, Альбертки я был. Да, по черному, знаешь. Меня. По черному такая работа, короче. Да, черному, короче, диридух. Раз, На больничном, ой, пока, да. А я свои Как раз. И мороженое, и по черному цахасу, бол, как раз и за холодильник 3,5 тонн. Я хухурдерте, бош, öyle шворсу. Как думаешь, есть смысл примерно, раз ты это обсуждаешь тему, наверняка ты столкнулся с этим. Более-менее. Развоз, частный развоз, то есть холодильник. Там, по заказам, как думаешь? Давай я сделаю. Смотри, со мной вот этот вот есть один итальянец, он в этом очень разбирается, да? Ну, короче, он в этом он, ну, топ. Я просто завтра у него спрошу и дам себе ответ. Да, на перспективу, что хан вам алхумдать, но заранее ходишь, буду Просто, тем не менее, он-то по-любому это лучше будет знать, чем я. Я говорю, начало бизнеса Юла план. Ну да, в логистиках, как развоз, именно холодильники, я чего ляхер дарял, там можно продовольственные и непродовольственные товары, там все можно, наверное, возить, там более широкий спектр. Любой продукт, любой умеет, и холодильник цел, доставка, очень дорогое удовольствие, и он, и я угор оплачивать дикёх и холодильник цел перевозки. Но так, для начала бизнеса сначала всегда дается трудным. Ага, и клиент, а потом Лоэл, этим подарком меня не подкупишь, короче. Да, Элло, подарок, я хотел, вот когда я подумал. Кстати, новый генсрачуя или баушный? Да, со временем, новую баучницу расхочешь. Если что, нужно Чехия. Чехия. Не, в Чехии, у Чехии там савство. Я могу тебя даже связать с этим итальянцем. Свой сумха, короче, свой заказён, и умещается.
Короче, каждый Греция заказе, хайвах шоксу, да, гарантишь, я его маю, что это, короче, хана с вахта дом, да, Расценка, да, примерно, приблизительно, Да. на будущее. То есть, вам это реф, ашворсу, я когда сейчас церкатомш, но это более рискованно, я так узнавал, бизнес там бывает, иногда прогорает, а изначально клиентура, наработанная, что связь умела, что юкается, что-то платные дороги, там солярка, там много страховка, его что хумшу. А так хотя бы с мелкого и редукция с 3,5 мелкие взять, хотя бы с этого как-то попробовать. Да. Релах, да. Сын Диквоху, да, он-то в этом плане разбирается. Я, знаешь, я могу устанавливать их, так скажем, да. А он там может их ремонтировать. Установка очень, уж термояч, наверное, дешевле будет, чем чисто вот холодильник. Дополнительный климат, вот тоже мелку махаются. Если чисто термояч, то и без холодильника, то есть заморозки, мотор больше. Есть смысл или сразу брать с заморозкой еще? По-моему, знаешь, это зависит от того, насколько тебе, сильная заморозка нужна. Да, короче. Шныр хоксол, чили мясо, шныр я. А я сunu что? Вот Алена, что ты, Алле, вот он, царь, что Гергер лохал, обидели его когда-то, видно, там, ребята. Скорее всего, опустили его. Любой ичкерий, пропаганд, у него, короче, как красная тряпка для быка. Я не понял, Халид Хасанов, Алейкум салам. ну любой ичкерий, блядь, и соответственно, как делал бы на страшно, мозгой буквой, Баля, это позиция был, он без сагинусу. От чего они добиваются, я так и не понял, их на политической стороне. Я же Сабадеса. Яна, можно я закину бой закину, ну и сюда. Спасибо. Я сейчас не понял, ты хочешь включить, я правильно понял, да, я? Примерно, что если вы будете до 6 утра тут, я могу 6 часов подключиться, где-то полшестого. Давай, бля. Хажла, Ибрам, это политически, он хайш видение, он конзоли шей видение, суна сей видение. Ну, а сам цай факт, он милуха, дючу модея. Через третий, аккаунты, хумш, вообще, шпионажский, агент 007, хумш, лоузу уорвич. Он их, ху доказать, что ты хомилу воуш цехелч. Это хороший вопрос, кстати. С этой точки зрения, отбах, социалволж, айдон резвать, церковь косякшую. Но вот идеальный, что ахилиладат, но это такая жизненная обстановка, короче. Но там раскры, бацар, и до этого не дошло бы больше, что они стоит мнение, что но хора лючдерге, он солнцера, это ночи что, туамбел, и ночи что, югу, и там дада душ, спада душ, так сюлишен, югу келбазер, сюлиш, югу моздуакш, югу унеден, тунеден, нефтуакш, а ночи ما سمعت جودة اللي إلى أسبوع نحصلات نوتش دري دستخيش أي بجبات مهتم نتاع شاشة جيجا دلاسوات. Красная тряпка, вот ичкери дош худу хупшпать, швишек, мугаска пропаганда мую, и вот раз даются хапрюча, за даются владыша, солнце аша, ночью сумки это ты, ночью мосу ичкери, свой сак, и декупировать дня, ценя, и еза, любой ночью ичкери, дуал, изел, хипсу, хунерч, ичкери бохи, сами андус, дош мадуис, то есть вы хом буквал, что эл, хезапсунис, ичкери бога, вы из стейпан, из кери улицу, из кери вы цунахлят, что вы махка, из
исторически царшие методы олшадын ватет лоч металь заха ноч махкова да ичкерия олшосада я не знаю сепаратист как бы сепаратистом считать или как бы властная пропаганда лишь бы ноч забедом я полезно идиот Аслан Аскеев Масар любимый или он Да. идиот шахудит и ласк я шахуд таалли алим öğretişti kadar yılın daha sonra Ну, смотри, среди нас есть, не говорящие на войнахском, забылись немного, извиняемся. Смотри, среди войнахов всегда были герои, всегда вот этому Ковалу мы тоже объясняли. Смотри, мы дикие Андрей меня зовут, Халид. очень приятно, меня Халид. Смотри, Да. Андрей, дикую дивизию мы слышали, из истории выучили, что были какие-то оболванцы, которые не хотели работать, зарабатывать честным трудом, пошли служить царской в России. И ничего почетного не получили. Ни геройства, ни знаменитости. Их просто забыли. Ну, смотри, у нас, если посмотришь исторические фото, вот исторические людей, там, Зелимхана Карачоевского, там, других, они были именно опрятно одетые, вооруженные до зубов, и слово их стоило больше, чем Мерседес, как это, AMG, там, ММГ, я не разбираюсь в этих фильмах. Их одно слово было дороже любой дорогой машины. Что хочу сказать, сейчас просто среди каждого народов такая какая-то прошла традиция, вот это именно чисто мужской, вот этот опрятный вид, такой мужское обличие, одеть какие-то женские платья, сесть, поднять палец и говорить, что они завоюющий мир. Но я что-то не вижу их завоевывающий мир, просто болтают много. Но я видел от своих предков, я как я уже говорю, даже эти сумасшедшие, дикая дивизия, что-то если делала против кого-то, ну, бесславные ублюдки, как говорится, но они тоже облекались под мужчиной. Вот непонятно, о каком он даже обличии, я этого человека не знаю. И он начинает, как говорит Ибраим, обсуждать Ичкерию, кто такие ичкеринцы. Он даже смысл этого слова не знает. И кто обосновал это Ичкерию? И где его начало? И будет ли ему конец? Но он уже предрекает ему конец, что его не будет, этой Ичкерии, мы придем. Мы на мусульманских землях, как наши руководители говорили, я не люблю говорить президент, там, это, патша. У нас не принято говорить. У нас сами президенты не говорили. И наши президенты, как, чтобы тебе было, Андрей, понятно, не давать ни одному своему охраннику двери перед собой открывать. Понимаешь? Ну, я понял, то есть это как бы просто по-человечески, короче, то есть, что он считал себя, например, президент считал себя не выше, чем его охранник. Да, он равным человеком себя считал. Да. Потому наши вот эти последнего, там, Аслан Масхадова, Садулаева, Абдул Халима, все шахиды, иншаллах, они были на передовой с обычными ребятами, которые продавали свою кровать, там, кто-то продал цветной металл, как-то каким-то путем купил автомат. И это президент знал. И президент тоже так же продавал. Потому что сегодня у него есть деньги, а завтра нету. Где-то он сегодня выхватил у русского Вани, там сколько там снарядов, он продал, и все, с этого он своей бригадой, короче, разделил это добычу, понимаешь? Так выживали волки. А сегодня, я говорю, просто у нас много сегодня этих каких-то непонятных блогеров появилось, непонятно каких-то людей появилось, разделяют нас. Сегодня вот Ибраим тоже, вот он мой ровесник, скажет, вначале, когда чеченцы воевали, у нас не было никакого течения там исламского, ну, вероисповедания, там, течения имеется в виду, там, с какого учения, у нас масхабы говорят, у нас несколько масхабов, это учения и линии, как можно молиться, как можно вести себя, как жить, по каким правилам. У нас такого не говорили. А сейчас начали уже ловить какие-то малые мелочи.
а почему ты так не делаешь? Если ты так не делаешь, значит ты не мусульманин, значит ты не хочешь свободу. Как не хочешь свободу? Как кто не хочет свободу? От кого мы хотим свободу, они даже не знают. Ну, просто Халид, понимаешь, вот через это, например, да, я и не хожу, например, в церковь, потому что тоже, короче, типа есть какие-то там свои придуманные людьми обычаи, да, то есть, типа, стоит там батюшка, он говорит то, а ты не так пришел, это не может быть между мной и Богом посредника, то есть Бог и есть я, все. Я могу с Богом говорить без посредника. Этому посреднику не надо знать, что я сделал, например, в чем я каюсь и так дальше, понимаешь? А много людей, они не хотят, я уже говорил, вот все ребята здесь знают мою позицию, я уже говорил давно, надо людям просто читать много, надо людям смотреть, скажем, документалистику разную, да, а не сидеть, короче, вот в ТикТоке и просто сидят там обзывать один другого или задавать какие-то глупые вопросы, на какие вообще ты даже думаешь, вот как человеку ответить, короче, если настолько, например, тупой вопрос, что его школьник знает в 1 классе, понимаешь? То есть это просто, ну, я считаю, что это просто там процент, ну, есть некоторый процент людей, которые просто необразованные, и все. Если они не хотят, во-первых, они не хотят, короче, изучать ничего, им не надо. Им лучше, знаешь, как вот привыкли русы швайны жить. Короче, сказал царь, и все делают, короче, все. Царь сказал, или телевизор показал, все, значит, все сказали правду. Вот они так и живут. Вот этому, смотри, сейчас тот, который живет в Украине, украинец, да, вот его спросишь, хотел бы он, чтобы в Украине там, защищая даже свою независимость, началась какая-нибудь военная агрессия против Украины. Ни один разумный человек не скажет. Но если спросить, хотел бы воевать против России, агрессора, да, но на их территории. Никто не хочет своему народу зла. Понимаешь? Просто я не могу Мы понять. уже чеченцы, я говорю, нас всегда куда-то хотят вперед толкнуть, вы вперед. Мы уже сколько впереди идем, но тех, от которых стоят сзади, мы только видим удары в спину, понимаешь? А даже от своих имею в виду, я не имею в виду от соседей, от своих. Сколько ударов мы в спину получили. Сегодня просто мы хотим, да, быть свободными, но посмотри то, что творится вокруг. Как ты говоришь, начиная даже, если ты даже к Богу лицом повернулся, тебя уже готовы убить. Ну, знаешь, то Тебе есть... нельзя даже поклоняться таким образом Богу, как ты хочешь. Понимаешь? Ну, смотри, вот в том-то и дело, что это люди все так придумали. А я, например, знаю, что Бог принимает человека любого. То есть будет он в джинсах новых или он будет, короче, в порванных джинсах. То есть, понимаешь, не по статусу Бог принимает человека, а Бог принимает человека таким, каким он его создал. Вот и все. А все это, короче, шваль, которая будет меня, например, или тебя учить, как тебе стоять, что тебе делать. Откуда они знают это? Откуда? Они не лучше, чем ты, я, другой и третий. Может быть и хуже нас. Ну, если по религиозному у нас среди войнах обычно говорится, если даже по глазам, обеим глазам затоплен в дерьме, глазами научись просить, и это не запрещено. Понимаешь, у тебя есть право, когда тебя постигло зло или постигло добро, восхвалять, в любом случае тебя никто не запрещал. Но вот именно что сегодня навязывают такой порядок, ты должен зависеть от кого-то. Но я имею в виду из людей. Зависимы лишь от Бога. Как он пожелает, так и будет. Будет сегодня цунами, значит, это его решение. Если сегодня я умру, это его решение. Так, Халид, Да. aku sih akan mau wih. Дай вон шуму. Если что, это я уже такие разговоры. Просто olsun ya.
модераторство. Я шишин галу дырас, да, короче, я шим, ну, шашин хурдух шишин. А, Анзорин, цаха, дуи, кигу. Bekliyorum. Sayına ne yapacak там, рулить там дивилась. Да. Просто, смотри, Андрей, я просто что хочу сказать. Я говорю, тот, кто видел эту войну, вот знаешь, у меня отец любил часто говорить, если бы ты с этим автоматом 20 километров марш-бросок пробежал бы, ты никогда в жизни больше не захотел бы этот автомат. Забила. Яна, ты тоже должна вроде бы работать утром, насколько я тебя знаю. Я знаю, тут один у нас на Урла поехал в отпуск. Там сейчас гуляет себе, да, зараза. Халид Хумон, видишь, один смули шумонс. Наверное. Он, короче, отпуск я мой. Из 12, короче. Ну, если что, короче, тогда, если ты тоже тут, то тогда нормально, короче говоря. Я просто поставлю стрим, короче, и пойду себе тоже. Ага. Ну, хорошо, Тамерлан, тогда спокойной ночи тебе. Ладно, просто мне уже, знаешь, уже сейчас сколько? 2:49. Да, уже через 2,5 часа надо вставать. Анзор уже давит так, мы просто Анзором кухни чувано. Вана, ида хентеча, ваузеру айлсон. А не, ишь не митцала, цатарел, короче, перяшек шо, хавору. И все. Так, подожди, я сейчас просто будильник поставлю у себя на телефоне, а то, короче, Эва, Бадагя, дахе чи, ай, просто дай, дахе чи, я душу вам, да? Садились. Да, да. Это, Андрей, Да. ну просто, как это сказать, сейчас, знаешь, политика такая вещь стала, что она слишком продажная стала. Не знаешь, где сегодня она продастся. Страшное дело, страшное. К сожалению, да, к сожалению, знаешь, потому что, короче, ну мир такой стал, видишь, и он и был такой, смотри, даже взять, например, когда была даже Римская империя, да, тоже все покупалось, продавалось, короче, то есть, скажем, например, разные вот там прокураторы, короче, еще там какие-то чиновники, они тоже тогда, короче, заговоры там разные плели, короче, между собой, то есть подкупали один другого. Мне кажется, что вообще от Адама и Евы, короче, началось это все, короче, вот когда Бог создал мир, да. Человеческий грех, да. Ну смотри, возьмем немного подальше, отойдем от истории, там, Османскую империю, скажем. На самом деле, эта Османская империя от начала не была такой сильной. Просто у них было какое-то там племенное, как бы это, соглашение, но они даже между собой воевали, так как не являлись, какая-то часть назывались этими тенгринцами, а другие были мусульманами. Между собой воевали. И смотри, в основном европейцы, которые уже устали от этих набегов варваров, ну, этих монголов. Ну да. Вот этих людей, они начали платить дань тем, кто может их на 100% гарантировать им безопасность. И вот так начало расширяться как бы исламское правление. Во-первых, смотри, расширяться, а в других это уже и кровосмешение было другое, Да, понимаешь? Но Если, скажем, например, взять, когда были там татаро-монголы, да, то есть и взять другие, например, народы, которые, ну, скажем так, есть код ДНК, да, то есть, например, менталитет у одного народа, то есть, а когда они там напали, короче, ну, им тоже надо было как-то, короче,
я думаю, что это даже на уровне хана какого-то, да, то есть он понимал, что чтобы нация была здоровая, надо, чтобы было кровосмешение 100%. Ну, а у этих людей, скажем, у европейцев уже и менталитет был другой, они жили по-другому, и вот это все начало, короче, как бы, ну, крутиться. Ну смотри, немного ты в другую сторону, но это тоже в эту относится, но это другая сторона. Смотри, ну, медаль за, а другая сторона медали. Ну смотри, тогда просто мусульмане с христианами смогли приобщиться, друг друга зависеть. И когда именно примерно, давай возьмем, обвиним Ватикан, начал тормозить христианство, развитие христианства, любое, сам знаешь, развитие христианства считалось богохульством, примерно в области математики, химии, физики, медицины, сам знаешь, это считалось богохульством, сжигалось костром, наказывалось страшным судом. Ну, начали тогда мусульмане и христиане искать взаимовыгоду и как-то содействовать против общего врага. Ну, вообще-то даже посмотри, скажем так, вот взять, например, крестовые походы, да, это ж, короче, это ж все зависело. Вот смотри, вот я тебе и скажу, что самые продажные чиновники, это как раз и были вот эти разные, короче, папы римские, там, да, вот эти, короче, их кардиналы и так дальше, потому что это все прививалось, короче, огнем и мечом. То есть это же не просто пришли, например, вот были народы когда-то, скажем, языческие, да, то есть язычники. Они жили, ну, у них была своя традиция, своя культура. Они там, они говорили, что там у них там бог солнца, там бог ветра, короче, и так дальше. Но, скажем, все равно как бы они приобщали типа всех богов к одному, да, но просто он как бы там и бог солнца, и бог ветра, и так дальше. А когда пришли вот эти все, короче, крестовые походы и так дальше, начали как бы насильно, короче, людей, но это так и было, это же все в истории. То есть насильно прививать им другую религию, другую культуру и так дальше, это уже, короче, и вот как ты сказал, то есть и полили типа на кострах людей, то есть и там инквизиции разные были, потому что, короче, им надо было подчинить людей себе, подчинить, то есть подчинить типа церкви, подчинить, короче, еще какому-то там, то есть ну, разным вот этим, короче, чиновникам и так дальше, типа, если ты там не, вот да, даже вот сейчас я там тоже читал, каждый крестьянин должен был приносить вот этим кардиналам, там папам и так дальше дань. Это как считается? Это тоже, это рэкет, короче, в каком-то смысле в те времена это был рэкет. Потому что они тоже ни хера не хотели делать. Они стояли там, короче, типа пели песни, молились и людям байки рассказывали, а вы нам принесите покушать, вы нам принесите золото, вы нам отдайте большую половину, короче, своего, скажем, то, что вы там вырастили на огородах, да, на полях. Ну, это уже, короче, притеснение людей. Ну, мне кажется, что это все изначально вообще от миротворения, то есть от первого греха это все и началось. То есть как бы ничего не поменялось. Но сейчас еще больше, потому что сейчас, смотри, сейчас 21 век, у людей появились, короче, гаджеты, короче, то есть интернет. Человек может зайти и посмотреть в любой конец мира, что делается, какие-то там новости, видео и так дальше. Тогда такого не было, и люди просто знали, как, например, там историю, да, от деда прадеду, или там, например, был какой-то там, скажем, летописец, да, который писал историю какого-то там полководца и так дальше. Кто умел читать, тот мог прочитать, но больше людей было неграмотные, и вот этот, например, летописец, он мог им вообще рассказать байку, вот сейчас как Кадыров рассказывает, да, что там, короче, ну, я
я пример так привожу, например, что там он русский, все, короче, они были русские, то есть и так дальше. Вот это так и было, потому что люди были неграмотные. А неграмотному человеку, вот в России, как когда-то было в Советском Союзе, одно радио на село, да, стояло на улице, на столбе, то есть динамик. И все бежали слушать, что там скажет ЦК, КПСС, партии, короче, все. Они послушали, а они не знали, короче, что это все неправда, это ложь, это их обманывает. Просто это метод регулирования. Андрей, приведу еще один пример. Халид, Анзор. Волтер. Да, вот ушел. تعجب حنك باخ ووال شو كوزي عديتين Хонг бака? صراحة شوات زوك ياتا Супер. Азая Ингалюцин. Хонг, смотри. Хонг бак вовол. да со حنك باخ يدو شو пока كوزي عديتين لوي Ну, ты баш хелур сова, со вов ешо, веран. И тани рух чахдак. ах تعي تعديش هو ده هو Завершите, да, ой, 2 секунды. Закончу. Насчет то, что ты сказал, смотри, у русских на самом деле исторически очень важное время, это когда они лишились рабского труда и получили квартиры. И это их золотой век, коммунистический век. Понимаешь? До этого они никогда не имели своего собственного «я» даже. Вот потому все так любят часто вспоминать, при СССР было хорошо. А спроси любого свободно жившего в каком-то государстве человека, где было хорошо. Вот все назовут любые истории, но не коммунистическое время. У нас у Войнаха на Кавказе просто один Ермолов, собачьей смертью сдохшая собака, чтобы он горел в аду, проклиная его 1000 раз. Он, когда шел Шалковской район, он захватил, его один из генералов захватил 2000 скота, рогатого скота, захватил в плен, как бы. Это одного чеченского родословного, как бы, потомственного кулака по коммунистическим меркам. И вот ты посмотри, нам это коммунисты что принесли? У нас все отобрали. Но вот У нас тоже. А вот коммунисты принесли бездомному этому варяге, не варяг, а это кто был? Батряки или кто? На Волге. Бурлаки. Бурлаки на Волге принесли им квартиры, принесли им обувь, принесли им штаны, подштанники. У них до этого не было. Потому они так гордятся стукачеством, которое они стучали на своих родителей, которые указом Дзержинского, тоже сионист, если вы будете сдавать своих отцов и матерей, мы вас сделаем лучшим поколением, вы будете жить в богатстве, в сельском хозяйстве, ездить на тракторах и копать картошку для товарища Сталина и Ленина. Понимаешь, о чем я? Да. Ну, смотри. Свободолюбивого такого не было. Нам за это квартиру не давали, потому нам это было плохо. Там тебе было бы хорошо, там вообще, я не знаю, как насчет твоей истории, но я знаю, бурлаки на Волге начали наживаться, очень хорошо наживаться на горе чужих людей. Кого они сдавали? Реальная история Путина. Его, я когда рассказываю, все, знаешь, такие реально, есть у мусульман пословица, предсказание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда будут говорить правду, люди будут считать ее глупостью и смеяться над ней. А когда будет ложь, ее будут считать, почитать и тешиться тем. Ну, всегда сладкая ложь лучше, чем горькая правда, понимаешь? Отец Путина был Бич, служивший как бы шестеркой в каком-то
военных действиях, каких-то зачистках, понимаешь, который пошел за шинель и за пару сапог, и сухарик, который мог он иметь в неделю, ушел в службу НКВД. Во время зачисток они начали применять насильственные действия по отношению этим сельским жителям, христианинам. Не крестьянам, а христианинам. И одна девушка была изнасилована какой-то группировкой. Среди них был отец Путина. И эта христианка, девушка, молодая девушка, имеющая совесть и честь, не родить незаконного рожденного ублюдка в своем доме, отцовском доме, его родила под забором детдома. И вот так он появился, потому этот закомплексованный лилипут, он не любит никого, он семью не любит, он не знает, что такое отцовская, материнская любовь. Его мама, его бросив под забором, уехала в Грузию, она там и жила. До 99-го года, 2000 года, и она жила там, у нее там правнуки, внуки, короче, но она умерла буквально в 2004-2005 году, не помню я уже. Когда ее Путин приглашал обратно в Россию, она сказала, я не имею его как сына. Он незаконный, рожденный ублюдок. Я его родила под забором у детдома и оставила там. Короче, кликуха у него подзаборный. Ну, я не шучу, это правда я говорю. Его мать его также сказала, я его родила под забором у детдома. Потом ей какую-то бабушку сочинили. Потом какая-то прабабушка. Он подзаборный. Моя мать... Ну, Халид, сочинять это как раз и НКВДшная, КГБшная, ФСБшная тема. Да. Потому что им надо, короче, чтобы люди не понимали, что это за человек. У него может быть там 10 историй, как он родился и так дальше. Мы этого не знаем. То есть, как бы, да, есть люди, которые, как бы, например, там знают, да, но я думаю, что он поубирал этих людей. Моя мать, она из родных мест, как и этого Аслана Масхадова, иншаллах, они земляки, ну, по одному роду и происхождению. Она мне говорила, когда вот эта вторая кампания, первая кампания начиналась, и во второй кампании обозлен был на Россию тем, что они похитили отца, так и не нашли, без вести пропавшим остался. Но я был обозлен, мне мама рассказала, смотри, говорит, ты, может, этого Путина не знаешь, я тебе его реальную историю расскажу. Она мне рассказала, говорит, смотри, ты сейчас пойдешь где-нибудь раз, подорвешься, иншаллах, шахид, ты ради народа, ради Аллаха сделал это. Но запомни, этот лилипут подзаборный, он будет радоваться, что ты сегодня раньше его ушел. Ну а когда ты будешь жить, еще ты своих детей воспитаешь, и ты еще покажешь, какой ты сильный, его это будет гнобить и убивать по-медленному. Лучше живи и процветай, и вырасти своих детей. И посмотри, кто останется подзаборным. Вот, понимаешь, вот в действительности у нашего родителей надо брать урок. Они больше знают, чем мы. Мы, как ты сказал, не читаем, не учимся. Мы хотим все легко, чтобы нам поднесли на подносе. Так не бывает. Да, человек, почему вот есть поговорка, да, век живи, век учись. Да, потому что ты, например, ты, я, другой, третий, мы свою целую жизнь, мы куда-то идем, и у нас на каждом метре стоят грабли, да, то есть ты пошел, стал, ударился, короче, и дальше идешь. У меня Там есть ударился, мужество. больше туда не идешь, короче. У меня есть мужество и вера, больше вероубеждений, есть мужество вечером, когда я иду по тротуару или даже в туалет, не бояться своей тени. Ну, тот, кто служит Путину, у Путина нет такой смелости вечером выходить, потому что, не дай бог, они увидят свою тень, они сразу хватаются за кобуру пистолета. И это каждому человеку известно.
Вот видишь, даже Анзор смеется. Да. Потому что все знают. Знаем, знаем. Когда они боятся своей тени, ты знаешь, что это уже не человек. Это Так, просто... сейчас смотри, сколько там, то пилота убили ихнего, то еще какого-то, то там Киеву, то еще. Они знают, что они под прицелом ходят и будут ходить всю свою оставшуюся жизнь. То есть это уже не жизнь, короче, это просто, как ты говоришь, ходить и тени свои бояться. Так, у вас тоже интересный диалог, конечно. Он хочет собирать, поспать. Ты чего не спишь? Я жду. Я жду. А, ты вот хотел выключить просто эфир, да? Анзор тоже должен уже, в принципе, лечь А, спать. я просто не понял, ты просто сказал, короче, на чеченском, я же не понял, что ты будешь закрывать эфир. Так, до завтра, Нет, что ли? Галит сказал, короче, там пока тему не прерывать, поэтому... А, я понял. Ну хорошо, ребята, тогда рад вас всіх был видеть. Короче, Хорошо, було очень слава приємно. Україні, слава вільному народу Ічкерії, як Спасибо. завжди. Разом ми сила, разом до перемоги. Дякую. Спасибо. Ну, Так, Виктор, Доброї ночі всім. вам тоже спасибо. Спасибо, Доброй спасибо, ночи. взаимно. Тамерлан, Салам. Тамерлан, слышишь, ты сделай так, как я вчера Али говорил, короче, ну, по одному, потом еще минуту поговори и выключай. Это продвигает эфир. Ну, я серьезно, я просто Я сам... тебе скажу честно, я даже не знаю, как это делается, веришь? Смотри, не надо тебе ничего делать. Сейчас вот, например, я выхожу, потом поговоришь с Анзором, Анзор выходит, потом ты не закрываешь сразу эфир, еще минуту можешь там сказать всем, что хочешь, короче, а потом закрываешь эфир. Вот сейчас, что ли? Вот сейчас минуту мне надо сказать, да? Нет, вот смотри, я сейчас выхожу, потом, например, говорит Анзор, выходит, короче, а потом уже никого нет, ты сразу не закрываешь, просто, например, что ты хочешь там людям сказать и так дальше, например, или просто еще минуту жди, а потом выключаешь эфир. А можно ничего не говорить? Можно ничего не говорить, но просто сразу не выключать. Ну, меня так научили, то есть ребята, которые, ну, серьезно занимаются этим. Ну, а я уже как бы... Я, если честно, я не разбираюсь в этом. Хорошо. Тогда всем, короче, доброй ночи, ребята. Доброй ночи. Ну, спасибо. Да, Спасибо. пока, до завтра. До завтра. Всегда пока. Так, сейчас تمام صوب الديلا هنسو ويستخلا так سؤال ويرو так يحو ويستخرو اشتبه بريات كل وقت تسمع ну пойди خليت так دلا كان جيتان يسبوش لوق كيغو ديشوسو вообще не حاجة وقصلا на заказ я хожу в интернет شو их план شو Если что, помните меня, хайхуку лохаджи сюхан би, сможешь кузя йоро, ну, дела, да и я тоже тут посмотрю по ходу. Хорошо, Мига, тут ши юши стях. Таган цакеги нас, сай доступ пейка вожа шери ол штадан кратила халмаду. Вот. Скорее всего, бухаек холмекшоны. Я тоже так. Ну, цига полный защитил, пластмассовый защитил. Да. И да, я есть, да, цига так уже доступ юцун. Вот. Ходук. Я, это согласен, и голдела. Ду, ши мы, там ши его шагали свистя. Он дальше, раз, а киго, это хочу. Так, шаки брахлари. Да. Кузя, он магарин, ста, он магар, гаражу мои, да, чулала, хажа, да и. Дикар да тахтамела. Нела, дютхуя. Давай. Да, мала. Юх со арвач еще минуту побудь так, ю арва. Все. Давай, дюстех, алё. Самого тебя мели хайхенда, зауру, сода. Сюгер, вейгер, массаргер. Дача до. Все, да, забежал. Allah риску, масирах, да, мала, гурду так. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам, рахматуллах. Мама. Так, YouTube. Сейчас я прочитаю. Снака Мака. Валейкум ассалам.
Аминь, я Аллах, аминь. Хорошо, спасибо. Ну, было очень интересно их послушать. Вот, и, скорее всего, да, сегодня тоже также поговорим, иншаллах. Всего вам хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.